Эта наука не терпит приблизительности, в ней найдется точный ответ на любой вопрос. 20 октября свой профессиональный праздник отмечают статисты всего мира. В нашей стране этот день не праздничный, несмотря на то, что структура существует уже почти четверть века. Их деятельность началась в 1994 году. Сейчас в этой сфере трудится 46 человек. Их работа – цифры. Они наблюдают, констатируют, складывают и анализируют. Благодаря таким данным мы можем взглянуть на жизнь страны и даже на самих себя со стороны. Кто он, среднестатистический житель маленькой страны, и как ему живется на прожиточный минимум? Все эти вопросы мы адресовали специалистам управления, а заодно попытались узнать, что же это за работа такая – статистика. Прежде всего, статистика – источник наиболее объективной информации о базовых экономических параметрах любой страны. Результаты труда десятка специалистов в самой разной области лежат в основе базовых управленческих решений, долгосрочных прогнозов, масштабных программ и проектов развития. Сбор и обработка стат-информации сегодня это высокотехнологичный труд с применением самых современных информационных технологий. Над цифрами и параметрами трудятся первоклассные специалисты, среди которых десятки экономистов самого высокого профиля. В 1994 году, это, можно сказать, официальный год рождения абхазской статистики, абхазской государственной статистики. Возрождение ее началось в недрах Министерства экономики Абхазии. Потом выяснилось, что необходимо ее отдельно выделить из этой структуры. Вот с 1994 года Управление государственной статистики она была отдельной структурой, подразделением Кабинета министров. В 1994 же году был издан закон о статистической деятельности. Можно сказать, что принятие этого закона явилось и вехой создания абхазской государственной статистики. Статистические данные необходимы для эффективного развития прежде всего экономики. Сколько и чего произвели, заработали и потратили. Обо всем этом знают в статистике. Они не просто собирают информацию, но и переводят сухие цифры на понятный живой язык. Истоки статистики настолько глубоки, что одна из письменных подтверждений наличия статистики еще с древнего мира, это есть наша Библия, которую мы читаем. Если вы помните перепись населения, когда родился Иисус Христос, это попадало на период переписи населения Израиля. Так что эта наука имеет глубокие корни. А для чего нужна была статистика? Естественно, в тот период, в те годы, еще в древние века, она нужна была для того, чтобы посчитать, какой объем налогов могут. Если вы помните, разные виды налогов были. Подушный налог был, десятина была там в России и так далее, и так далее. А в наш век развития, прогресса, научно-технического развития и прочее, государству нужно знать, и вообще в какие отрасли вкладывать, где у нас проблемы с трудовыми ресурсами, куда перекатить капитал, так сказать, из какой сферы в какую сферу, что происходит вообще в экономике, в какой отрасли нужно вкладывать, где надо инвестировать, где нужна поддержка, где мы можем получать наиболее высокодоходные какие-то результаты от деятельности, скажем. Уже несколько лет специалисты управления статистики совместно с коллегами из Росстата участвуют в программе международного сопоставления цен внутреннего валового продукта на основе паритета покупательной способности валют. Проще говоря, это программа, которая позволяет привести национальные показатели к единому измерению. Что необходимо для корректного ответа на вопросы типа «какая страна богаче?», «как соотносятся уровни ВВП на душу населения в различных странах?», «где проходит та самая граница бедности в той или иной стране?». На самом деле это уникальный инструмент международных сопоставлений и имеет исключительное значение в мире статистики, экономического анализа и экономической политики. Нам были предложены списки товаров-представителей по 8 первичным группам. То есть в первую очередь мы обследовали товары продовольствия, табак, Вторая группа у нас была товары для дома, товары для личного потребления. Были обследованы различного рода услуги, то есть ценовое наблюдение также в области здравоохранения, то есть это лекарственные препараты, услуги в области здравоохранения, услуги в области транспорта, гостиниц, ресторанов. То есть это был проведен колоссальный объем работы, причем важное значение здесь имело
различия в торговых точках. Цены были обследованы не только на рынке, но и в супермаркетах, как в больших, так и в малых торговых точках. И еще имело значение дифференциация цен, то есть количество ценовых наблюдений было тоже разным. Данные статистики чаще всего закрытая информация. В обычной жизни среднестатистическому жителю страны она не нужна. Применить ее негде. А вот специалистам различных организаций, министерств и ведомств без данных Абхазстата никуда. Это базовые цифры, на основе которых проводятся все расчеты. В том числе и небезызвестной потребительской корзины и прожиточного минимума. Прожиточный минимум представляет собой минимальный уровень расхода, который считается необходимым для обеспечения условий жизни людей. Он включает в себя расходы на услуги, налоги и другие обязательные платежи. Структура расходов такова: более 68% продукты питания, почти 20% непродовольственные товары и 12% платные услуги. Продовольственная корзина включает в себя 35 видов продовольственных товаров. Набор рассчитан на основе минимальных размеров потребления продуктов питания. Прожиточный минимум в нашей стране составляет около 7 тысяч рублей в месяц. На эти деньги нужно и поесть, и одежду купить, и счета оплатить. Большую часть списка занимает провизия. Минимальный набор продуктов включает в себя фрукты, овощи, хлебобулочные и молочные изделия. Сегодня мы решили пройти по магазинам и выяснить, в какую сумму обойдется недельный набор продуктов на одного человека, а заодно узнать, как именно формируется потребительская корзина и прожиточный минимум. Мука кукурузная и пшеничная занимают первые две строчки списка. Крупу манную и гречневую, рис, пшено и бобовые предлагается потреблять наравне с сухофруктами, сахаром и конфетами. В перечне предусмотрены мясо птицы, говядина, сало, колбаса и рыба. Молочные продукты представлены в 5 позициях. А вот масла, жиры, картофель и яйца замыкают утвержденный список. В основном прожиточный минимум рассчитывается для того, чтобы государство могло проводить социальную политику. Мы, в свою очередь, выводим среднюю цену по республике. Исходя из норм потребления по каждым видам товаров, мы рассчитываем стоимость продовольственной корзины и, исходя из этого, считаем прожиточный минимум. По сравнению с прошлым годом, естественно, он повысился, но не намного. Эти данные в управлении стекаются из городов и районов республики. Специалисты на местах изучают ситуацию, лично обходят рынки, магазины, торговые точки и собирают всю информацию. В специальный бланк вносятся данные на момент посещения торгового объекта. Это дает возможность не просто изучить ситуацию, сравнить с предыдущими периодами, но и точно сказать, какой продукт в какой период времени года стоил дороже или дешевле. Несколько раз в месяц я прохожу по рынку и записываю цены на овощи и фрукты, которые выращиваются в нашей стране. В конце месяца я подвожу итоги, то есть вывожу средние цены на ту или иную продукцию и отправляю этот отчет в статистику. Цены постоянно понемногу возрастают. Но также это зависит от сезона. Например, в начале лета цены на овощи и фрукты были достаточно высокими относительно середины лета, потому что разнообразие увеличивается и конкуренция, и, соответственно, цены понижаются. А вот сейчас мы можем наблюдать, что цены снова повышаются, потому что близится зима, и овощей и фруктов становится все меньше и меньше. Кроме того, сотрудники Госстата рассчитывают индекс потребительских цен и тарифов, который характеризует изменения во времени общего уровня цен на товары и платные услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. Цены мы регистрируем, чтобы определить, насколько возросла цена отчетного периода по сравнению с предыдущим периодом. Предыдущий период может быть как прошлый месяц, так и соответствующий период прошлого года. То есть, если брать сентябрь этого года, мы можем сравнить цену сентября 2017 с ценой сентября 2016 года. Таким образом, мы видим, на сколько процентов выросла цена. Количество чисел зашкаливает. Один сотрудник в день обрабатывает сотни отчетов, планов и смет. Говорят, тех, кто давно в этой науке, невозможно обмануть, потому что они лучше всех считают, анализируют и знают все о стране. И так 23 года. Нисфа Аршба, Саида Гухава, Тимур Гогохи. Абхазское телевидение.